Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает Прайм. И этот час мы проведем с нашим гостем Владимиром Казариным, ректором Таврического национального университета. Добрый вечер. Начнем мы с близкой, родной для вас темы поступления крымских абитуриентов в материковые вузы. По данным Министерства образования, в этом году из Крыма поступил 321 абитуриент. По указу президента Владимира Зеленского в этом году абитуриенты из Крыма получили право поступать в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания. И это правило поступления без ВНО распространяется на вузы, подчиненные Министерству образования, здравоохранения и 3 вузам МВД. И, как сообщают в министерстве, каждое 5-е бюджетное место отдают по квоте выпускникам из оккупированного Крыма и Донбасса. Условия, которые существуют для абитуриентов из Крыма, ну, прямо скажем, очень хорошие. То есть можно не сдавать ЗНО, можно поступать через центры Крым-Украина. С этого года не только в определенные вузы, а и во все вузы, о которых я говорил. Но 321 абитуриент. Это хорошо? Это хуже, чем в прошлом году и в прошлые годы. И я могу даже объяснить, почему это произошло. Почему? С одной стороны, руководство министерства, вот в данном случае в лице замминистра Андрея Петренко, который курирует именно высшую школу, оно говорило о том, что для детей с оккупированных территорий, это его слова, выделено 12 тысяч мест было на этот год. Это вот каждое 5-е. Да, ну так, как, наверное, так считается. И мы думали, что это хорошие цифры, и мы понимали, что очень многим крымчанам мы можем дать возможность учиться в Украине, бюджетные места можно получить. Все шло к тому, чтобы это состоялось. Если в 2018 году нам было подано 4000 где-то 700-800 заявок на поступление в университет, в 2019 году было подано где-то 5200-5300, и рост относительно прошлого года. Это всех абитуриентов? Да, всех. То в 2020 году мы думали так, 5200-5300, коронавирус, сложная ситуация, может быть вырастет, человек на 200, на 250. Оно выросло более чем на 1000. Мы получили 6500 заявок. Это вот как бы тоже результат долгой работы. И это не только дети из Крыма, это и дети из Донбасса, это и дети через ЗНО поступавшие. То есть, но вместе с тем авторитет университета привел к тому, что вот такое большое количество подали заявления. Мы понимали одновременно, что ребенок ему может подать в 5 вузах, и поэтому где-то, допустим, каждый там, может, 3-й, каждый 4-й только в итоге станут нашими студентами. И мы им говорили о наличии бюджетных мест и все остальное. А потом, когда сессия вступительная подошла к концу, нам сказали, что бюджетных мест у вас очень мало, и оказалось их на 500 меньше, чем было в прошлом году, и на что мы рассчитывали. У нас просто-напросто 60% бюджетных мест украли. Потому что, оказывается, они нас включили из фиксированного конкурса, который распространяется на университеты, работающие с оккупированными территориями, в так называемый общий конкурс. А в общем конкурсе соревнуются сугубо по баллам, как они располагаются, и дети, которые планировали к нам приходить, узнав, что у нас нет бюджетных мест, они нам не выделяются. Они, планировавшие идти к нам, и мы были в первом приоритете у них среди 5 заявлений, которые они подавали в разные вузы, они пошли во 2-й приоритет, в 3-й приоритет, просто-напросто забрали и ушли. А с крымскими вообще произошла, такая драматическая, я бы даже сказал, очень плохая ситуация. Потому что они все сдали, по всем правилам они поступили. После этого они поехали в Крым, чтобы, преодолевая еще этот запрет на 2 поездки, раз уж так получилось, отправились там вещи паковать, еще там что-то, готовиться. А потом мы им сообщаем, они говорят, мы уже зачисляемся. Мы говорим, пока нет бюджетных мест, подождите, мы сейчас над этим работаем. Как нет бюджетных мест? Нет бюджетных мест, потому что 500 бюджетных мест, что называется, были изъяты из вот этого кошика, касающегося детей с оккупированных территорий. То есть это фактически 500 человек, можно так говорить? Фактически 500 человек. Мы всем сказали,
находитесь на месте, находитесь на связи с нами, ну, те, которые в Крыму. В данном случае я сейчас об этой категории. Но это касается и донбасских, но это отдельный разговор. И мы... И это 500 только в вашем вузе, правильно? Да, только здесь. И мы сказали, сейчас мы будем вести диалог с министерством. Спасибо. Нас поддержал в этом вопросе и Меджлис, нас поддержал уполномоченный по правам человека, нас поддержали целый ряд других органов, представительство президента Украины в Крыму, там, ну и так далее, и так далее. Мы обратились ко многим за помощью, мы написали большое мотивированное письмо министру, которое, я так понимаю, было отписано Андрею Ветренко. В результате немного затянувшейся паузы нам было сказано, ну хорошо, давайте сейчас индивидуальные пишите нам заявки, что вот этот студент из Крыма, и вот этот из Крыма, и вот этот из Крыма, и вот этот из Крыма, и мы на них начнем выделять додатковые, что называется, места. Какие додатковые? Если вы увели наши собственные, теперь наши собственные нам частями возвращаете, называете это додатковые. Мы сначала получили 75 мест и известили первых 75, все, ваши бюджетные места получены, давайте всерьез собирайтесь и можете приезжать. Потом еще где-то 35, потом еще. Вот в итоге вывели эту цифру на 330, как они... Но 330 это во все вузы, не только ж ваш. Ну тогда тоже неправильно. Это вы хорошую цифру назвали, если во все вузы 330, потому что другой телеканал у меня брал интервью и говорит, что министерство говорит, что крымчан поступило всего 30 человек. Это вот насколько люди, руководящие этим направлением, не знают ситуации реальной. Я потом понял, почему они называли некоторым 30 человек. Потому что 10-я часть имеет право от поступающих вот на эту квоту для оккупированных. Типа там мы прикидываем, и получается у нас 10-я часть вот от этих 300, там это и будут вот крымские, которые поступят. Все это тоже ничему не соответствует. В результате мы вытащили часть этих детей, но некоторые, кстати, уже мы устроились на работу. Мы тогда уже в следующем году будем планировать. И я пока поступил в какое-то крымское учебное заведение, меня туда позвали, тут буду учиться, потому что, ну, и потом начались вот эти жесткие «не пропускаем второй раз», «не пропускаем второй раз» и так далее. Я хочу, подводя итоги вот этой части разговора, сказать, если у вас были 12 тысяч мест, скажите нам, например, нашему вузу, они жаловались, что из 12 тысяч 2500 только были как бы востребованы. Ну, такую цифру я слышал в интервью, которое сам Андрей Ветренко давал, и эту цифру он называл. Скажите нам, Таврическому университету, что из этих 12 тысяч мы вам дадим, например, 3000 мест. Хотите, 3500 мест. Все равно же из 12 тысяч в совокупности, как вы говорите, выбрано было 2500 мест. Значит, можно было с запасом дать. Мы бы их все закрыли абитуриентами. Мы бы тогда, по прошлым годам у нас, когда не хватало, мы начинали говорить, поступай, пожалуйста, на контракт. Он говорит, нет денег ни у родителей, ни у меня, чтобы платить за контракт. Ну ты поступай, мы дадим тебе подработку, мы через месяц, два, три переведем тебе еще как-то. Мы бы тогда сказали просто, мы всех вас возьмем на бюджет, поступайте. Мы бы сообщили об этом с вашей помощью по телевидению, по радио. У нас есть другие средства сарафанного радио, чтобы до людей доводить информацию. Мы бы их забрали, они бы пришли. Нас приучили за многие годы, что мест не хватает. Что потом скажут контрактные. Вот эти бюджетные закончились, теперь на контракт принимайте. В результате этого всего места пропали раз. Людей обманули, подвели, заставили нервничать два. В-третьих, теперь уже у нас есть недоверие к тому, как министерство планирует эту работу. Потому что теперь нам рассказывают про следующий год, что, наверное, дело в том, что у них плохая подготовка в Крыму в школах, поэтому надо ввести подготовительные отделения. И давайте их начнем готовить через подготовительное отделение. Они вот сядут за компьютеры, будут оттуда связываться с нами, получать задания и будут готовиться. Знаете, это уже тоже фантазии, но опасные фантазии. Почему опасные? Потому что надо помнить, что Путин ввел в России так называемый суверенный интернет. Ну нет. Да. Я когда разговариваю со своими друзьями, я и мой друг, человек, так сказать, довольно заметный, и не буду называть никого. Там блокируются многие сайты, это да. Но И разговор прерывается. пока Чебурнета там еще нету. Есть. Моих коллег с разных кафедр приглашают в ректорат и говорят, а что у вас там за странные лайки? А вот вы знаете, нам сообщили... Они просто мониторят. Они просто мониторят. Они все мониторят. И они в этом смысле отслеживают курс. Они не могут в эту беседу попасть. Но они знают эту систему связок. И
В этом смысле, если мы это будем делать, через 2-3 месяца у них стоит задача не давать молодежи ехать в Украину. Именно поэтому летом такие сложности. В этом году, для того, чтобы преодолеть эти запреты, у нас обычно 3 месяца длится вступительная кампания. А в этом году она длилась 4,5 месяца. Ну да, эти сроки продлевались в надежде, что все-таки крымчане поедут. И в надежде на то, что перестанут прессовать их на границе под предлогом карантина. Они же свой карантин объявили. В результате мы, во-первых, их всех сдадим на периоде подготовки. Вот такие-то, такие-то интересуются, у них трафик их связи именно на Киев. Давайте проверим родителей, еще что-то сделаем. Это было у нас. Когда в первом году, в 2016 году мы приняли вот эти 236 человек на первый курс, тогда министерство по старой привычке все списки вывесило в открытом доступе ко всем родителям поступивших. Пришли там, а почему ваш ребенок выбрал киевский вуз? Почему не вуз родной нашей новой страны, России, которая вернулась к нам? А как вы воспитываете ребенка? А какие у вас взгляды? Что вы ему внушаете? Да вы патриот своей новой родины или нет? Это не игрушки. Мы ставим людей в сложное, опасное положение. Не надо этого делать. Они приезжали к нам, вы вот оговорились, наверное, в самом начале, сказали, что впервые без ЗНО. Мы 6 лет. Впервые во все вузы, во все. Не в центре Крым-Украина. Да, 6 лет мы работаем по системе без ЗНО, да. И вот они поступая, кто-то говорит, они освобождаются от ЗНО. Это неправда. Они сдают в рамках школьной программы в прикрепленной школе экзамены, у нас сдают профильные экзамены, поступают, там не преподают украинский язык, там не преподают украинскую литературу, там не преподают украинознавство. И за первый курс вот в этой студенческой среде, где есть дети из Крыма, дети из Донбасса и вся Украина от Львова до Днепра, потому что наш университет полное зеркало всей Украины, всех ее регионов. Вот в этой среде они за 3-4-5 месяцев полностью адаптируются, они дополнительно изучают украинский язык, дополнительно изучают украинскую историю, все остальное. К концу первого курса мы ставим пробные экзамены, и они подтверждают все то, что украинские, закончившие украинские школы, сдают легко, то же самое делают и они. Этот первый курс, это и есть и адаптация, и подтягивание, и социализация в украинской среде этих ребят. И потом они учились, потом он хочет дальше в любой другой вуз Украины. Он уже переводится туда, как украинский студент. Внутри Украины. Он не вызывает определенного отношения. Ой, он из Крыма. Не из Крыма он. Он из украинского университета, как все студенты, имеет право переводиться в другой украинский университет. К нам переводится из других университетов, и наши переводятся в другие университеты. Вот эта система позволяет им адаптироваться, и она их защищает. Потому что, к сожалению, порой в адрес наших крымских студентов и вслед, и в лицо некоторые говорят, вот они тут крымские, это вы продали Крым, это вы сдали все, приехали сюда, тут учитесь у нас, наши места занимаете, и так далее, и так далее. Места занимаем из 12 тысяч мест, так неловко, неправильно выделенных, занято 2,5. Еще один момент, на который обращали внимание правозащитники, о том, что поступление происходило фактически на ощупь, и о процедуре поступления можно было узнать только приехав в конкретный университет. Информации было мало о том, как и что можно. Сталкивались ли вы с такой проблемой? С одной стороны, мы с вами многократно год за годом об этом говорили. И одновременно тоже удивлялись, когда звонок был прямо во время эфира. А что, оказывается, можно без ЗНО? Я помню, это 3-й год уже был. Думаю, господи, мы же 2 года об этом говорим. Оказывается, все равно кто-то не услышал. И это меня сделало таким оптимистическим пессимистом. В том смысле, что сколько ни говори, все равно однажды найдется человек, который скажет, знаете, а я этого не слышал. Кроме того, мы понимаем, что там ограничивают поток информации. Но, правда, мы тоже здесь со стороны Украины его усиливаем. Они тарелки ставят, там другие, начинают FM-радиостанции как бы там через интернет работать и многое другое. И то, что количество заявлений каждый год у нас уверенно растет, это доказывает, что эта работа дает результат. Раз. Второе. Можно ли было бы ее усилить? Да. Но я помню, как 2 года назад, еще когда Эминет Джапар работала в Минстец, как тогда называли это министерство информационной политики, мы тогда попросили их за счет социальной программы, давайте поставим в Херсонской губернии возле, недалеко от пунктов пропуска 2-3 бигборда.
на которых будет написано правила поступления, вот такие-то, числа поступления, и все телефоны, куда надо обращаться, и везде сверху, без ЗНО, без ЗНО, без ЗНО и так далее. Мы воевали, наверное, с херсонскими властями с помощью министерства этого, ну, месяца 4, потому что они говорили, нет, мы будем ставить только бигборды херсонских университетов. Чего это вдруг Таврический, еще и Киевский будет на нашей территории ставить свои бигборды? В итоге нам отказали, мы сначала хотели 6-7, потом нам сказали 4-5, потом нам сказали 2-3. В итоге 2 бигборда были поставлены. Из-за жесткой конкуренции между вузами? Нет, я думаю, из-за, ну, может быть, ну, в каком-то смысле даже региональный эгоизм сработал. Вот это наша территория, если люди через нас едут, так мы их будем заворачивать, ну, как бы в свои университеты, а не туда куда-то. Я говорил тогда еще, что, ну, если крымчанин пересек границу, ну, он поедет в какие-то крупные города учиться, все равно, ну, при всем уважении к Херсону и к Николаеву, он там не задержится, он отправится, ну, не знаю, Львов, Днепр, Киев, там, Одесса, там, Харьков, там, что-то такое. И, кстати, эксперимент тогда показал, что, ну, буквально, там, не знаю, 18-21 крымский студент всего попали в эти вузы, другие не поехали туда поступать. Это то, что нужно усиливать, нужно это делать. Но одновременно, я хочу сказать, мы посылали гонцов с листовками, которые там как бы раздавали их так, как по-старому говоря, из-под полы, еще кое-что делали. Потом это прекратили, потому что 2 задержали такими листовками, и очень люди пострадали, что вот они занимаются вот такой информационно-пропагандистской как бы деятельностью. У нас, с одной стороны, очень значительно усилилась информационная связь с Крымом, с другой стороны, конечно же, ее нужно удваивать, утраивать там, и учетверять. А как вы объясняете вот такую ситуацию с местами для абитуриентов, с тем, что постоянно меняются правила, за которыми трудно уследить? Чем вы это объясняете? А за ними даже невозможно уследить. Потому что целый ряд изменений наверху принимаются и не доводятся до нас. Вот когда это Югор Стадный, это вот правительство, министерство госпожи Новосад, он был замминистра, еще дивные времена. Господин Егор Стадный, как и Ганна Новосад, оба ни одного дня не работали в школе, ну, как учителя, ни одного дня не работали в техникуме или в колледже, ни одного дня не работали в институте педагогическом там каком-нибудь, ни одного дня не работали как преподаватели в университете. Приходят, и один становится министром всей этой сферы, а другой становится замминистра по высшему образованию. И нам всем говорят, вы староверы, вы неправильно подходите. Вот мы сейчас скажем, как нужно подходить и как нужно этим всем руководить. И именно он тогда вот это вот решение принял о том, что Таврический университет не будет идти по фиксированному набору. Мы его отправим в широкий конкурс. А почему? Потом уже мы спрашивали, когда это все... Нам об этом не сказали, мы узнали об этом через год с небольшим. А нам говорит, ну вы же в Киев приехали. А что мы от этого перестали быть университетом с оккупированной территории Крыма? Может быть, вся причина в том, что еще нет целостного взгляда, да, на ситуацию, о том, что это можно как разбираться там в каких-то особенностях, правилах, но нужно же осознавать, что эта политика привлечения крымчан, это политика возвращения Крыма, политика... Неужели это кто-то может не понимать во власти? Ну, я не знаю, судя по вашим словам, это не очень понимают. Это не всегда понимают и не только в сфере Министерства образования. Вот есть, например, инициатива Меджлиса изменить статус крымской автономии с территориальной на национальную, крымско-татарскую. И вот у нас в эфире был ваш бывший шеф, а ныне советник офиса президента, главы офиса президента Сергей Куницын. И вот он в нашем эфире высказал вот свое отношение к изменению статуса крымской автономии с территориальной на национальную. Давайте послушаем, что сказал Сергей Куницын. Для того, чтобы вернуть территорию, да, в частности Крым, надо вернуть мозги людей, да, то есть надо перевернуть их сознание. Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым там 85% живет не крымских татар, мы не можем. Нравится это кому-то или не нравится это кому-то, но это факт. И не важно, сколько там перекати поля и сколько там империй прокатилось туда-обратно, там российских, османских и так далее, не важно. Сложилось то, что сложилось. Не учитывать фактор. Я понимаю и приветствую желание крымских татар
и я за то, чтобы был принят закон о крымско-татарском народе, да, как коренном народе. Я за. Но с точки зрения того, что мы сегодня хотим вернуть Крым и Севастополь в лоно Украины, и просто одним желанием, что вот мы сделаем национальную автономию, и какая реакция на том же Крымском полуострове, да, там же не все предатели, там не все не любят Украину. И среди украинцев, среди русских, и среди нерусских. И я как человек-политик, как человек как бы опытный, я понимаю, что у крымских татар есть это желание. Никто у него его не отбирал. Они хотят, чтобы было так. Бога ради, кто же против? Точно так же, как переименование всех там городов и так далее. Но разные же истории были у разных крымских городов. Я что, против Карасу-Базара? Или я против Бахчисарая? Но есть там Керчь, которая называлась тысячелетиями там, Пантикопеем, например. Там был Херсонес Таврический, я не знаю. Мы же должны учитывать все эти факторы. Ну, например, да? Как это все происходило. Поэтому я не хочу становиться в данной ситуации на сторону одного какого-то, ну, допустим, этноса или там событий каких-то. Даже те, кто говорят там, а вот типа недовольны действиями России, и что происходит, когда Крым стал российским, да, они говорят, а мы если сюда вернемся, а вы нас там татарской автономией сделаете, ну, разная же реакция есть, да? Ну вот такое вот заявление сделал Сергей Куницын. Это вызвало бурю обсуждения в соцсетях. Когда советник главы офиса говорит, что национальная автономия можно принимать, но учитывать нужно процентное соотношение живущих там людей, не учитывая тот фактор, что крымские татары коренной народ, и они имеют право самоопределения на этой земле. Ну, впрочем, я думаю, что нам в этой ситуации поможет разобраться Рифат Чубаров, председатель Меджлиса, он с нами на связи. Добрый вечер, Рифат ага. Добрый вечер. А можете прокомментировать позицию советника главы офиса президента? Но, честно говоря, испытываю шок. Вот сейчас слушал еще раз некоторые его высказывания Сергея Куницына и испытал, опять же, крайнее просто разочарование. Разочарование в том, что, извините меня, человек абсолютно не понимает, о чем он говорит. Ну и давайте тоже точны в формулировках. Национально-территориальная автономия. И никто не может рассматривать национально-территориальную автономию как форму наказания, ну, как Сергей Куницын выразился, предателей, или форму, которая приведет к каким-либо ограничениям всех людей, которые живут в Крыму. Это первое. Сам посыл, который дал Сергей Куницын, это посыл, который абсолютно один к одному то, что мы слышали еще в советское время, еще до Горбачевское время, когда наша борьба за возвращение на свою родину из ссылки, куда нас также отправили, ссылаясь на интересы государства СССР, а потом, когда наши старшие братья, наши отцы боролись за возвращение на свою родину, нам тогда говорили о том, ну подождите, там уже живут люди, их надо тоже спросить, а эти люди там появились после нашей депортации. Вы знаете, вообще само по себе необходимость обеспечения фундаментальных прав целого народа, связывать, противопоставлять его или интересам государства, или интересам другого сообщества людей, это крайне цинично. Не может быть здесь никакого противопоставления. Я хочу просто еще раз каким-то образом отметить для тех, кто размышляет над словами Куницына и думает, возможно, так, как вчера и высказался Сергей Куницын, что право на самоопределение будь какого народа, это есть природное право, естественное, если вы хотите, на русском языке. И это естественное право может и должно быть реализовано народом, который этого желает и к этому стремится. И если вдруг кто-то считает, что реализация каким-либо народом своего естественного права на самоопределение может привести к каким-либо проблемам, к мнимым
или объективным, возможно, каким-то опасением или страхом, то как раз и дело вступает законодатель. Он садится и законом выписывает все механизмы самоопределения того или иного народа. Мы в данной ситуации говорим о самоопределении внутри украинского государства. Таким образом, чтобы эти страхи действительно остались как мнимые, и никто не мог бы ими спекулировать. Поэтому, в части того, что мы вчера услышали, Сергей Куницын, к великому моему сожалению и разочарованию, он просто повторил практически все те же самые доводы, которые вырабатывались в недрах Политбюро ЦК КПСС. Давно уже нету Политбюро, но, оказывается, эти взгляды, они остались. Я прошу еще минуточку вашего внимания. Всегда надо смотреть, чтобы никто не манипулировал словами или нашими действиями. Мы не хотим переименовывать исторические, мы не хотим переименовывать названия населенных пунктов или другие топонимы. Мы хотим возвратить исторические топонимы, которые были переименованы преступной советской властью после нашей депортации. Мы, как сказал Сергей Куницын, мы не желаем реализовывать наше право. То есть он сказал, я понимаю желание крымских татар. Это не есть желание, это есть право на самоопределение. И я еще раз хочу повторить, когда мы исходим вот из таких очевидных вещей, тогда сразу вступает в действие холодный рассудок, взаимоуважение, доверие, и выписываются проекты законов. Вся эта работа нами была проведена в предыдущие годы. Сергей Куницын об этом прекрасно знает. И вместо того, чтобы разобраться в тонкостях подготовленных проектов, он, видимо, занял ту позицию, которую от него, возможно, больше ожидают те, кто дал ему эту работу в офисе президента. И последнее. Знаете, я вчера действительно внимательно прослушал после того, когда увидел вот это такое очень возмущенное обсуждение в социальных сетях. Я прослушал всю вашу передачу «Роман» с Сергеем Куницыным и обратил внимание, что он как Путин избегает слова «Навальный». Я не сравниваю сейчас Навальный с меджлисом крымско-татарского народа. Но просто наши некоторые политики берут привычку вот, тех, знаете, правителей, которые думают, что непроизнесение чего-то — это устраняет само явление. Я вчера не увидел ни одного раза, чтобы он говорил о встрече меджлиса крымско-татарского народа с руководителями нашего государства, оппозиции меджлиса. Он все время говорит собирательно о крымских татарах, каким-то образом абсолютно уходя от обозначения меджлиса как субъекта коренного народа Крыма, как представительного органа. Мне показалось, в этом тоже есть какая-то причина. Ну, слово «меджлис» точно звучало в нашем эфире из уст Сергея Куницына. Можете объяснить такую позицию Сергея Владимировича? Потому что, как он говорил в нашем эфире, что он тесно сотрудничал с вами на протяжении всех лет, будучи премьер-министром Крыма, а он дважды им был. Я знаю, что и вы общались на тему, и в том числе и крымско-татарской национально-территориальной автономии. А почему у него именно такая позиция? Это его личное убеждение или это какая-то позиция, не знаю, может, у вас есть версия? Смотрите, мы пытаемся сотрудничать, пытаемся сотрудничать со всеми, кто представляет те или иные органы управления государственной власти в Украине для того, чтобы решать проблемы людей. И мне представляется, это для всех и очевидно, и для всех это понятно. И поэтому Сергей Куницын
был определенное время руководителем исполнительной власти Крымской автономии. Но я же могу вспомнить, в какое время он стал руководителем Совета министров Крыма, председателем Совета министров Крыма, и между кем эта договоренность была. То есть все эти кардинальные решения, они принимались, разумеется, без будь какого учета нашей позиции, потому что были другие игроки, которые, в общем-то, были намного сильнее. Я имею в виду власть в Киеве, центральную власть, депутаты Верховной Рады Крыма. И поэтому это был тандем Леонид Грач и Сергей Куницын. И, разумеется, Сергей Куницын был заинтересован в том, чтобы максимально находить понимание с крымскими татарами в тех аспектах, чтобы это не взрывало ситуацию. Но некоторые вопросы, знаете, сегодня вот таким образом преподносить, когда прошло определенное время, я бы просто не рекомендовал бы. Скажем, Сергей Куницын вчера в интервью вспоминал вот этот пеший пешую ходу, да, шествие по-русски, когда десятки тысяч крымских татар действительно накануне 18 мая 1999 года проводили такую акцию. И эта акция действительно, она вызвала очень большой резонанс. И, в общем-то, эта акция заставила центральные власти Украины хотя бы сделать полшага в сторону того, чтобы считаться с крымскими татарами, а именно признать Меджлис крымско-татарского народа вот в той форме, как тогда это позволяло существующее законодательство Украины. И был сформирован Совет представителей крымско-татарского народа при президенте Украины с обозначением того, что членами этого совета являлись только лишь избранные самими крымскими татарами полномочные представители, то есть члены Меджлиса крымско-татарского народа. Говорить, я вчера с удивлением слушал о том, что Сергей Куницын, оказывается, спас тогда Крым от какого-то неминуемого взрыва, которое могло быть в ходе этого шествия. Вы знаете, что крымские татары все годы возвращения и обустройства, они никогда не переходили ту грань, за которым было насилие. И если кто-то, может быть, чересчур как-то опасался или боялся вот таких массовых мирных акций крымских татар, то, возможно, у него были к этому какие-то свои причины. Потом я был, в общем-то, удивлен такими деталями нашей встречи, которая была с Леонидом Кучмой в его кабинете. Так, там присутствовал и Сергей Куницын, но там присутствовал и Владимир Горбулин, человек с просто очень такими выдержанными подходами к решению таких проблем. Там был Мустафа Ага, там был я, там был Надыр Бекиров, я его даже сейчас могу вспомнить из членов Меджлиса. И Сергею Куницыну не пришлось самому приложить какие-то неимоверные, как он говорит, усилия для того, чтобы создать этот совет представителей крымско-татарского народа. Да, он был на той же позиции, которую изложили мы, и благодаря тогда взвешенности президента Кучмы такой совет был создан. Вы вспомнили Политбюро, а мы обратили внимание на то, что тезисы Сергея Куницына очень активно подхватила российская пресса. И просто да, я, кстати, оттуда впервые увидел. Я хотел бы здесь сказать, извините, что я вас перебил. Вы понимаете, вот наш мир, он настолько сложен и настолько в результате разных событий усложнен, что такие подходы стереотипные, которые в свое время излагались в таких тоталитарных государствах, как Советский Союз, они не то что неприемлемы, но они взрывоопасны. Нельзя никогда ссылаться на мнение большинства, если меньшинство имеет неоспоримые права. Меньшинство имеет должно получить все права, чтобы реализоваться.
Другое дело, что меньшинство, реализовывая свои права, не может ультимативно ставиться к большинству. И поэтому, я еще раз повторяю, поэтому и существует законодательная работа. Но говорить о том, что более 80% жителей Крыма — это не крымские татары, и поэтому в их интересах не создавать национально-территориальную автономию, это просто абсурд. У нас есть очень много государственных образований, где государства, в составе которых есть эти образования, это Италия, это Финляндия, это можно назвать другие государства, Дания, где они нашли возможность разрешить эти проблемы. И поэтому, просто я бы посоветовал бы советнику немножко поучиться. Благодарю вас за вашу позицию. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса, был в нашем эфире с комментариями о позиции, о заявлениях советника главы Офиса президента Сергея Куницына. Я уже говорил, что соцсети очень бурно отреагировали на это заявление. Об этом и говорил Рифат Чубаров. Я просто предлагаю послушать, посмотреть маленький сюжет о том, как это было. В житті, а тим більше у політиці, так часто буває, коли нібито друзі насправді є ворогами. Боротьба за свідомість кримчан – надважливе державне завдання. Але нехтувати при цьому інтересами принципових прибічників територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України в Криму, які майже 7 років, незважаючи на репресії, не скорюються окупації, це щонайменше нехтування державними інтересами чи навіть державна зрада. Такою позицією Куницин чітко демонструє, чию сторону він займає. Он никогда не был другом крымских татар. Он всегда строил из себя спасителя Крыма от нас, варваров, и постоянно сталкивал различные группы людей, но никогда не забывал, выходя к микрофонам, громко крикнуть «Селям алейкум, джемат». Самовлюбленный лицемер и приспособленец, друг Джемилева и всех остальных крымских татар. Вот из-за таких друзей в Крыму было все всегда стабильно, а вопросы не решались от слова совсем. С такими советниками у Крыма и Украины будущее под вопросом. Очень жаль, молодой президент пользуется советами ватных мозгов. С такими друзьями врагов не надо. Благодаря мудрым Куницынам 20-летиями в Крыму не выделялись земельные участки для крымских татар, что, естественно, снижало конфликтогенность в Крыму. Открыто было всего 2 украинские гимназии и 16 школ с крымско-татарским языком обучения. И все потому, что принцип «покажи татарам палец, оттяпают по локоть» был и остается, по всей видимости, основным принципом жизнепонимания таких вот бывших дубов. Лучше бы вы ничего не советовали, ни когда спрашивают, ни тем более, когда не спрашивают. Ну вот такая вот реакция на заявление Сергея Куницына. Вы с ним работали в правительстве Севастополя и в крымском правительстве. В крымском, да. Почему такие убеждения у Куницына? Или это не убеждение, а позиция, вот, соответствующая контексту? Ну, я думаю, во-первых, что вот в этой горячке, которая сейчас имеет место, тут, надо, во-первых, всем тоже как-то, соцсети, они могут себе позволить там совсем эмоционально высказываться. Мы должны, я думаю, люди, которые как-то влияют на ситуацию, к этому подходить спокойно и взвешенно. Я хочу с самого начала 2 момента от себя в связи с этой полемикой высказать. Первое. Я придерживаюсь позиции и заявлял об этом вслух не раз, и это можно найти, о том, что своей необыкновенно, пронзительно, сильно заявленной позицией неподчинения оккупанту, тем громадным жертвам, которые народ принес, защищая Крым, его, в данном случае, украинский статус и противодействие вот этим вот совершенно бесчеловечным нападкам, преследованиям, убийствам и так далее, крымско-татарский народ заслужил право однозначно, мы должны это все признавать,
на то, чтобы вопросы его государственности решались. Второй тезис, вот, который можно было сделать из этого разговора, и вот участвовал Рифат Ага в этом разговоре. Вам не кажется, что мы давно, уже года минимум 2, а то и 3, никакого серьезного разговора о будущем Крыма не вели? Что вы имеете в виду? Самые простые вещи. Вот вроде у нас так много крымчан в Киеве. Ну и вот университет наш Таврический, и другие многие всякого рода организации. Почему мы не обсуждаем это будущее Крыма вместе? Ну, например, там, гуманитарная сфера, сфера формирования органов власти, сфера, обсуждается вопрос Конституции. Ну, там у законодателей, как сказал Рифат Ага, где-то там решается что-то. Но, честно говоря, вот до широкого такого обсуждения, или, например, наоборот, оно должно было, может быть, предшествовать, а потом уже на законодательном уровне прорабатываться в деталях. Мне вот иногда возникала идея, а чего вы не создаете там правительство в изгнании, а чего вы не создаете парламент крымский в изгнании, а что вы не создаете, не знаю, там совет людей там разных, ну, которые пользуются общественным доверием, конечно же, не просто так включаем их там по каким-то случайным признакам. Я думаю, что вот у нас такой спокойный разговор, где мы думаем, обговариваем, планируем, говорим о будущем, не ведется, и это неправильно. Потому что, ну, например, там один из элементов этого разговора о том, что все мы говорим, что имеют место попытки изменить этнический состав населения Крыма, и такой гигантский, небольшой, гигантский завоз людей из разных регионов Российской Федерации осуществляется. Мы там шутим насчет бурятов, но действительно там чуть ли не какие-то компании осуществляются, чтобы их туда привозить из этого, например, региона. Как какая-то такая насмешка даже определенная. Один из вопросов, вот мы этот вопрос, как будем решать, как мы будем обсуждать, как мы видим выход из этой ситуации. Я хочу сказать, что вот, например, в прошлый раз мы говорили, вы упомянули там про крымскую платформу. Я порадовался, когда о ней пошла речь, что вот крымская платформа, ну, слава богу, и хорошо звучит, крымская платформа. Сейчас будет обсуждение самых разных вопросов. Меня вопросы образования интересуют, меня вопросы там гуманитарной политики интересуют там, и так далее. Но пока я не вижу, чтобы она встала такой площадкой, где, например, разные специалисты в разных сферах были бы там привлечены каждый в своей, а потом она, например, формировалась в какую-то большую выработанную позицию. В этом плане вызвавшие споры и справедливые упреки высказывания моего руководителя многолетнего, я с ним работал, Сергея Владимировича Куницына, имеют одну положительную сторону. Я думаю, что сейчас этот разговор не прекратится. Сейчас все мы должны будем, например, с этим споря, не соглашаясь, отвергая, одновременно подумать, а как мы собираемся решать эти вопросы и как мы будем двигаться. И тот же вопрос крымско-татарской территориальной автономии, например, вот так и так и так. Вот мы будем это так решать. Мы таким, ну, как сказал Мустафа Ага, то есть в данном случае Рифат Ага, что давайте вот типа обсуждать, и большинство не должно мешать меньшинству решать его вопросы. С другой стороны, меньшинство тоже понимает там интересы большинства. Но история в том, что тема крымско-татарской национально-территориальной автономии, она не первый год. А Да. об изменениях в Конституцию для ее принятия говорил еще Петр Порошенко. Он еще Да, и я как раз тоже хочу сказать, вот когда Рифат Ага сказал, что а решать будет в итоге законодатель, я тогда про себя подумал, ну законодатель не проявляет эффективности в решении этой задачи и этого вопроса. Знаете, я думаю, что немножко мы сами, крымчане, какой-то определенный энтузиазм чуть-чуть вот утратили в борьбе за свои права. Вот упоминаемый вот это хода, когда из разных городов, помните, как звездами пошли в Симферополе заранее за 2-3 дня с остановками, двигались эти гигантские колонны крымских татар, которые шли на этот митинг 18 мая, правильно сказано было, они встряхнули не только Крым, они встряхнули руководство Киева. Они показали, что народ этого хочет, что это действительно широко заявленная масштабная акция. И тогда
то я помню, целый ряд решений были приняты, вот на это выделили деньги, на это выделили деньги, это надо решать, тут хватит стоять на месте, давайте будем двигаться и так далее, и так далее. Мы же тогда и представительство крымских татар в органах власти, помню, доводили там до 6%, 7, 8,5%, помню, там отчеты постоянно направлялись в центр, как много чиновников, и в том числе силовиков, прокуроров и там работников СБУ из числа крымских татар назначались. Это был мощнейший стимул, заставивший всей думать. Сегодня мы ведем сплошь и рядом диалоги на эту тему. Ну вот телеканал ТР должен это делать, пару радиостанций тоже это делают, но даже парламентские слушания, пару раз я ходил в Верховную Раду, они ни о чем. И мало того, что там резолюции принимались, не имеющие значения, самое главное, и даже эти не имеющие значения резолюции никогда не выполнялись. Мне кажется, нам, крымчанам, нам надо добиться, чтобы крымская тема поднялась, вернулась на то место, которое она когда-то занимала, и нам самим нужно решить эти вопросы. И закончу тезисом, с которого начинал. Громадные жертвы, принесенные крымско-татарским народом, вот на алтарь борьбы с российской оккупацией в этот тяжелый, можно сказать, даже страшный период, они однозначно дают им моральное право и даже моральный приоритет ставить вопрос о воссоздании крымско-татарской территориальной автономии. Ну, вы же понимаете, что как раз возвращаемся к разговору о том, есть ли понимание у власти, как деоккупировать Крым и как консолидировать общество для деоккупации Крыма. Потому что ведь любое противоречие, любые конфликты, вот даже вот этот конфликт, он подхватывается российской пропагандой и тут же используется против нас. Ну, я могу успокоить и вас, и себя. Все, что мы не сделаем, все равно будет подхвачено российской пропагандой, вывернуто наизнанку, если это будет нужно, неправильно трактовано, если это будет нужно, и все равно будет повернуто против нас. Жить с оглядкой на агрессора, который оккупировал и аннексировал нашу землю, не думаю, что это правильная, продуктивная позиция. В этом смысле Азербайджан говорил 34 года, что он вернет свои земли. Ну и он об этом настойчиво говорил, и он к этому готовился. Ну, армию создавал, там, учил своих воинов, так, международную какую-то поддержку себе искал, ну вот, союзников и так далее. Мы тоже должны такую стратегию борьбы за Крым, возвращения Крыма, нового возрождения Крыма реализовывать. Повторюсь, может быть, я неправильно понял задачу этого проекта «Крымская платформа». Ну, это международная платформа переговорная, в которой будут участвовать представители разных стран. Уже дали согласие ЕС. А почему у нее не сделать Британия, внутреннюю США, площадку также у Турция. Крымской платформы? Ну, мы посмотрим. Весной планируется первый саммит, Так долго, как раз так в мае. долго, так медленно, так долго. Уже я слышу месяца 4 про Крымскую платформу. Теперь вы меня расстроили, что весной мы первый раз мероприятие проведем. Ой, сколько времени. Есть и другие моменты, которые вызывают вопросы. И еще раз это опять возвращает к теме взаимопонимания между властью и теми людьми, которые занимаются деоккупацией. И об этом мы говорили с Сергеем Куницыным в эфире. Про встречу членов Меджлиса, лидеров крымско-татарского народа у президента 18 мая. Это была последняя встреча, на которой состоялась. Там должен был быть подписан указ о взаимодействии с Меджлисом. Но вот что-то пошло не так. Ну, вот тут, может быть... надо однозначно восстанавливать совет крымско-татарского народа при президенте. Вот говорю вслух, надо его восстанавливать. Тоже не понимаю, как и вы, почему мы с этим медлим. Надо у лидера крымско-татарского народа, вы помните, он был советником первого лица по этим вопросам, и у него был кабинет, ну тогда это администрация президента, сегодня это офис президента. Я думаю, что к этому надо возвращаться, чтобы он имел возможность влиять, или у него могли консультации спрашивать, там, совета спрашивать на эту тему. Нужно однозначно Меджлис вводить в состав этого совета, как это было в прошлом. То есть это наработанные, проверенные в известном смысле большими трудами и потом и даже потерями выработанные формы. Легковесное отношение к ним, оно чревато новыми провалами и потерями. А как это надо объяснить офису, вот, что
это необходимо делать. Необходимо сотрудничество с Меджлисом. Ну, самое простое, начиная формы, когда, знаете, петиция направляется, которая должна собрать 25 тысяч откликов, поддерживающих петицию. Но с другой стороны, я думаю, что от лица серьезных крымских политиков, хозяйственников, их много, и люди, представляющие Крым в самых разных сферах, на ответственных должностях, и целый ряд есть органов власти, связанных с Крымом. МВД Крыма, прокуратура Крыма, СБУ Крыма, ну и так далее, постоянное представительство президента в Крыму и так далее. Ну, например, письма, направляемые ими, коллективные, подписанные ими, ставить вопрос, чтобы на заседании РНБО этот вопрос был обсужден и с приглашением людей. То есть просто-напросто высказывая мнение людей как бы от общественности, мы этого не добьемся. Этот процесс должен быть положен на бумагу. А бумага в действующем эффективном государстве – это страшная сила. Крымские, возвращаясь вот к времени Крыма до оккупации, ведь всегда как-то реагировали, рефлексировали, да, вот наш генеральный директор Ленур Ислямов вот рассказывал историю, пересказывал вроде как вашу. Вот, ну, можете просто ее уточнить. Когда была издана книга Возгрина в истории крымских татар, и была презентация в Украинском театре, якобы Могилев, будучи премьер-министром, созвал всех историков, и вы там были? Нет, меня там не было. И сказал, почему крымские татары это сделали, а мы этого до сих пор не можем сделать. Вот это вот, такая рефлексия постоянная, она вызвана чем? Во-первых, тот пример, который вы сейчас привели, он опять замечательный и доказывает мою правоту. Всякое крупное дело, сделанное хорошо, как четырехтомник Возгрина, он вызывает потом зависть и раздражение, что ну посмотри, вот почему они про себя это сделали, а мы про себя, про хороших русских, про хороших украинских, про хороших, кто там еще там, кто там себя тесно дружит с ними там сегодня, а мы про себя такое не сделали. И они собрали эту редколлегию. Меня не могли позвать однозначно, потому что я был активнейшим автором АТР той поры, и что в каких передачах только не участвовал, поэтому, конечно же, его не звать, он как бы неправильную занимает позицию. И собрались все вместе и сказали, вот мы, у них четырехтомник, ну хорошо, мы сделаем трехтомник. Посчитали, сколько стоит. Ну ладно, не трехтомник, двухтомник сделаем. Посчитали, ну двухтомник вроде бы, кажется, должен получиться. Да, вот давайте сделаем двухтомник. И вот собираемся, каждому по главе поручаем, и каждый пишет главу, и вместе выйдет. Я помню, тогда сказал Александр Герцен, и его слова оказались там пророческие. Он говорит, ну вообще-то все серьезные истории пишутся одним человеком. Это Карамзин, там, например, это там Татищев, это там Соловьев, да, и тот же наш автор этого четырехтомника. Не получится, потому что у каждого из авторов разных глав будет своя точка зрения, и это будет всего-навсего сборная солянка. Это я уже своими словами все это говорю. И в итоге ведь не получилось. Родили один какой-то очень небольшой по размеру однотомничек, в котором были точно какофония разных точек зрения, и никакой исследовательской работы не было. Но один Возгрин заставил их всех крутиться, заставил завидовать, заставил собирать совещания, заставил об этом говорить. Хода, которая была в центр Крыма, она заставила Кабинет министров Украины и многих начальников эти решения, которые долго стояли. Надо и по линии общественности серьезные акции проводить. Ведь когда мы остались, Таврический университет, без помещения накануне нового учебного года в 2016 году, тогда же возле МОНа был собран очень большой митинг, ну, по понятиям системы образования, который был подготовлен в том числе активистами Меджлиса и крымско-татарскими студентами и преподавателями. И через 3 недели были решены вопросы по выделению помещений университету. Я хочу сказать, что и эти акции общественные никак сегодня в мире без них обойтись нельзя. Их надо готовить и проводить. У нас остается буквально 2 минуты, а еще я хотел с вами обсудить вот одну новость. Государственный институт русского языка имени Пушкина в письме на имя оккупационного руководства Крыма, на имя оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова подтвердил, что дефисное написание слова «крымско-татарский» противоречит правилам русской орфографии, а слитное написание соответствует правилам русской
языка. Это вот как раз к разговору о политическом дефисе, да, когда были споры, как правильно писать, и все говорили, что оккупанты специально используют этот дефис, чтобы разделить Крым от татар. Не совсем, может быть, так. Да, где-то так. Во-первых, всегда писалось вместе. И в российские словари, и разного рода справочники так говорили. Все началось с где-то в середине 80-х, когда возвращение татар стало реальностью. Начало двигаться, когда Горбачев начал об этом говорить, Громы какие-то совещания там не очень эффективные проводить и так далее. Тогда лингвисты российские, получив команду, стали писать, нельзя соединять вместе, потому что в слове «крымский» есть суффикс «sk», соответственно, сложное предложение прилагательное не может вот в такой форме существовать. Я полагаю, что объяснение очень простое. Им нужно было подчеркнуть, что это никакой не крымский народ, что это татары. Но вот это крымские, вот это казанские, вот это астраханские, вот это кавказские там азербайджанцы, вот это там азиатские, это казахи и так далее. Им нужно было таким образом подчеркнуть, что это, ну, как бы чуждый тюркский народ. Если слитно, оно как бы обозначает особый народ. Никакой не особый, такой же, как казанские татары. Обыкновенная, в данном случае совершенно грязная и не имевшая успеха политика, потому что возвращение народа остановить не удалось, имела место в данном случае. И, как мы говорим, в Украине, а они говорят на Украине, так мы должны писать крымско-татарский вместе, а они пусть пишут раздельно. Ну, даже несмотря на то, что им указал Государственный институт русского языка, что писать надо вместе. Ну, политика... Поменяют директора института, и он примет другую точку зрения. Благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Спасибо. А наше время подошло к концу. Это был Прайм с Владимиром Казариным, гостем моей студии. И сейчас, буквально через несколько минут, эфир нашего телеканала продолжит выпуск новостей «Заман» с Шевкетом Наматулаевым. Не переключайте.